Итак, в эфире телеканала «Якутия-24 новости». В студии Мадина Халикова. Здравствуйте. Смотрите далее в нашем выпуске. Эпидобстановка в республике тревожная. Второй день регистрируют более 1000 случаев заболевания коронавирусом. О работе медучреждений расскажем сегодня. Якутский газ в Иркутской области. Вице-премьеры страны обсудили газификацию Сибири. К каким выводам пришли? Из солнечной Калифорнии в морозную Якутию, как тревел-блогеры решились окунуться в ледяную воду в столице республики и что их подтолкнуло к экстремальному поступку, узнаете из материалов наших корреспондентов. Начнем выпуск с ковид-статистики. За прошедшие сутки в Якутии выявлено 1007 новых случаев заболевания коронавирусом. Большинство из них в столице республики – 775 заболевших. В Мегино-Кангаласском районе 40 подтвержденных случаев, еще в 20 районах Якутии от 1 до 34 случаев заболевания. За сутки лабораториями республики проведено 8110 исследований на коронавирусную инфекцию. Якутская городская больница номер 3 продолжает принимать пациентов с признаками ОРВИ. Прием врачей и забор анализов идет без выходных и только для прикрепленного населения. Взрослые могут подойти с 8 утра до 24 часов, детей осматривают с 8 до 22, в выходные дни с 9 до 20 часов по адресу Лермонтова, 121. Тем временем с завтрашнего дня поликлиника Якутского онкологического диспансера начнет прием по новому адресу в столице на улице Стадухина, 81/8, второй этаж в здании спеццентра. Все консультации врача-онколога для жителей города будут проводить в поликлинике «Яорт». Уточнение информации и запись на прием ведется по телефону 8 968 154 0770. Пациентов, которые сейчас получают лечение, переводят на лечение в дневной стационар по адресу Стадухина, 81, корпус 1. Республиканский волонтерский корпус для оказания помощи медицинским организациям, населению в рамках проекта «Мы вместе» усилил работу по доставке лекарств амбулаторным больным, оказанию помощи маломобильным гражданам и лицам старше 60 лет. Волонтерский штаб в Якутии работает с самого начала пандемии. За эти почти 2 года к волонтерству привлекалось более 8000 добровольцев со всей нашей республики. Штаб работает в ежедневном режиме. Как стать волонтером и какую помощь они оказывают нуждающимся – материал Ульяны Шагиной. Студент Владимир Громов волонтерством стал заниматься недавно. В прошлом году, к примеру, тушил пожары, а еще участвовал в поиске пропавшего человека. Теперь решил помочь и нуждающимся во время пандемии. Для Владимира добровольчество – это идея. Он видит смысл совершенствования мира как раз-таки через помощь нуждающимся. Лучший способ усовершенствовать мир – это помочь другим, тем, кто нуждается. И я думаю, те, кто идут помогать другим, тоже так же думают, как и я. Для того, чтобы стать волонтером, нужно иметь при себе паспорт и QR-код. Без QR-кода проблематично будет попасть в торговые центры, где волонтеры закупаются продуктами питания, бытовой химией и лекарствами для тех, кто сегодня не имеет возможности выйти из дома. Это, как правило, инвалиды и пожилые граждане, кто боится заразиться ковидом, либо уже болен и сидит дома. Сок яблочный какой? В день волонтеры обрабатывают до 170 заявок по всей Якутии. Напомню, подобные колл-центры сегодня находятся во всех районах республики. Заказы от нуждающихся бывают разные – от продуктов питания и до лекарственных препаратов. Заявки у нас приходят на горячую линию, после чего уже по волонтерам они распределяются. Часто ездите, да, по заявкам? Сколько раз? Заявки у нас каждый день принимаются, поэтому почти каждый день по заявкам все равно ходим. Пишешь в группу, то, что у меня горло болит и температура, потом сразу отправим тебя на сдачу ПЦР. Краткий инструктаж перед началом работы обязателен. Волонтер должен знать, как себя вести в тех или иных ситуациях и в первую очередь думать о своей безопасности. Для этого каждому выдают памятку. Здесь необходимость, правила, да, и вот выдается антисептики и маски. Соответственно, если средства индивидуальной защиты заканчиваются у них, они могут подойти сюда и получить новую. Волонтерский корпус в регионе начал работу еще в начале пандемии в марте 2020 года. За это время добровольцами стали более 8000 якутян, которые оказали более 50 000 различной помощи для тех, кто в этом действительно нуждается.
Сейчас у нас дополнительно функции увеличиваются, да, то есть у нас волонтеры-медики помогали в медицинских организациях, но все равно сейчас дополнительно помощь и от населения. У нас от общественных организаций волонтеры приходят и идут помогать медорганизации. В районах тоже усиливается вот помощь центральным районным больницам нашими волонтерами. Соответственно, набор тоже идет. Кроме этого, волонтеры республиканского корпуса активно задействованы для помощи в колл-центрах, в больницах для определения термометрии поступающим. А также штаб нуждается в автоволонтерах, которые смогут на личных машинах как раз-таки развозить поступающие заявки. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. Проработать возможность газификации Иркутской области за счет ресурсов Якутии и Красноярского края. Такое поручение по итогам совещания по газификации СФО дали вице-премьеры страны Александр Новак и Виктория Абрамченко. По их словам, на территориях нашей республики и Красноярского края находятся многочисленные бассейны, в которых добывают голубое топливо. В Якутии это Чаиндинское хранилище. Здесь добывают более 1,2 триллионов кубических метров. Также имеет место быть подключение Иркутской области к потенциальному проекту газопровода «Сила Сибири-2». С этого года резидентами территории опережающего развития станет проще воспользоваться услугами корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по привлечению сотрудников на их предприятия. Теперь в личном кабинете инвестора на обновленном сайте доступны и кадровые сервисы. Представленный комплекс решений позволит предприятиям взаимодействовать с единым институтом развития более эффективно. Сервисы упростят общение между корпорацией и резидентами, повысят доступность и качество представляемых услуг. Любую из опций резидент может заказать в один клик, а в течение суток он получит подробный ответ по своему запросу. Напомним, что на территории республики создано 2 территории опережающего развития – Якутия и Южная Якутия. По объему привлеченных инвестиций республика находится на 6-м месте среди регионов Дальнего Востока. Объем выданных ломбардами займов в Якутии вырос на 38%. За 9 месяцев 2021 года ломбарды выдали займы на сумму более 1,2 миллиардов рублей. Динамика объясняется ростом, в том числе среднего размера займа с 7600 до 9200 рублей. Помимо займов, ломбарды предлагают якутянам услуги сезонного хранения шуб, что делает эти микрофинансовые институты особенно востребованными. Местные жители заключили с ними более 135 тысяч договоров. Число заемщиков превысило 18 тысяч. Количество зарегистрированных в регионе ломбардов уменьшилось до 21. Не прошедшие процедуру регистрации 18 компаний исключены из реестра Банка России и теперь могут исполнять обязательства только по ранее заключенным договорам. Медработники 13 арктических районов республики, участвующие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер», могут воспользоваться программой субсидирования авиаперевозок по маршруту до Якутска и обратно. При приобретении субсидируемых билетов необходимо предъявить свидетельство о регистрации по месту пребывания в Арктическом муниципальном районе и справку, подтверждающую факт работы участника программы в медорганизации. Такая поддержка направлена на обеспечение ценовой доступности. Отметим, что в систему сельского здравоохранения арктических районов привлечены порядка 120 медицинских работников. Новый сезон туристического кэшбэка стартовал с 18 января. Так россияне могут приобрести тур или отдельно проживание и получить возврат денег по программе Ростуризма до 12 апреля включительно. А отправиться в поездку вплоть до 30 апреля. Как отмечает руководитель Российского агентства по туризму Зарина Дагузова, сейчас набирают популярность круизы. В них можно отправиться по программе кэшбэка с началом навигации и до конца мая. В программе участвуют все регионы России. Для туристов подготовлено более 2 миллионов интересных предложений. В период действия программы практически по всей стране можно еще кататься на горных лыжах и заниматься всеми активными зимними видами отдыха. В этот же период актуален санаторно-курортный, оздоровительный отдых, включая отели с скрытыми аквапарками и подогреваемыми бассейнами. И, конечно же, в этот период можно отправляться в культурно-познавательные поездки по всей стране. Сегодня любители зимних видов спорта отмечают праздник – Международный день снега, призванный привлечь внимание общественности к горнолыжным курортам и в целом к активному отдыху в зимнее время. Открылся сезон и на базе спортивного развлекательного комплекса «Тюхтюр» в Хангаласском районе. Если вчера народу, по словам учредителя комплекса Олега Кондратьева, было совсем мало, то уже сегодня комплекс посетили примерно 300 человек. Немало этому способствовала и погода. Днем на горе температура составляла минус 16 градусов.
Посетителей, берущих инвентарь на прокат, впускают в помещение проката лишь с наличием QR-кода. При входе также измеряют температуру, впускают в будку лишь по 10 человек с соблюдением социальной дистанции. Что касается расстояния между подъемниками, то оно составляет 15 метров. Так что контакт на горе между посетителями минимальный. И в продолжении темы «Чего не сделаешь ради интересного контента» популярные блогеры из США решили даже окунуться в прорубь в Якутии. Впрочем, с погодой им относительно повезло. В эти дни в Якутске установились теплые для января температуры. Подробнее о том, как родилась такая экстремальная идея и для чего жителям Калифорнии понадобились все эти испытания, путешественники рассказали Анне Васильевой. Блогер Друбинский побывал во всех 197 странах мира. В России он уже в 5-й раз, но в Якутии впервые. Его авторский YouTube-канал насчитывает более 3 миллионов подписчиков со всего мира. История о вдохновляющих людях, разных культурах и самых безумных приключениях. Таков контент его канала. Именно в погоне за острыми ощущениями он собрал единомышленников и поехал в самое холодное место на Земле – в Якутию. Теперь он ездит в более интересные такие места, в которых он еще не был, и про которые, я бы сказал, публика еще не очень знает. Вот. И он услышал про Якутию, он услышал про Якутск, вот, и решил сюда приехать и снять тут несколько историй, вот, побродить, вот, посмотреть, насколько тут холодно. Вот. И, по-моему, им тут очень нравится пока. Андрей Мисютин до 6 лет жил с родителями в Санкт-Петербурге. Потом семья переехала в США. Посетить родину согласился с радостью. С Друбинской это уже второй их совместный проект. Здесь, в России, Андрей не только оператор, но и переводчик. И иногда идейный вдохновитель. Что мне нужно сделать? Прыгай в снег и снова вернись в воду. Нет уж, спасибо, обойдусь. Аман Кандил родом из Египта, но тоже живет в Лос-Анджелесе. Опытный путешественник и один из создателей тревел-влога в YouTube. На их канале Yes Theory почти 7,5 миллионов подписчиков. Контент строится как раз на постоянном поиске экстремальных ситуаций и выходе из зоны комфорта. Мы хотим показывать именно такие места, в которых мало кто бывал. Например, Якутск, чтобы люди увидели, как сотни тысяч человек живут в самом холодном городе мира. Мы хотим рассказать об этом другим людям, чтобы они тоже выходили из зоны комфорта и посещали такие места. Интерес к якутским морозам не угасает. Свою ощутимую лепту вносят и саха-моржи. Именно их экстремальный опыт вдохновил двух независимых блогеров-миллионников объединиться в одну команду и вместе покорять холода. И хоть к этим путешественникам погода отнеслась благосклонно, и в воду ребята окунулись при минус 27 градусах, тем не менее они уже готовы вернуться в Якутию и именно в минус 50 мороза. Когда? В следующем году. Даже в минус 50? Да, хочу именно в минус 50. Анна Васильева, Георгий Григорьев, Якутск. Якутский графический дизайнер сделал коллаборацию с создателем персонажей Marvel. Феоктист Алексеев продолжает радовать своими успехами. На этот раз у него коллаборация с талантливым дизайнером мирового уровня Джамой Джурабаевым. С результатом совместной работы поделился феоктист в своем инстаграм. Джурабаев – один из самых востребованных концепт-дизайнеров мира, который создает облики персонажей для вселенных Marvel и Джорджа Лукаса, а среди его постоянных заказчиков – Стивен Спилберг. На сегодня это все новости. Спасибо, что были с нами, и оставайтесь на нашем канале.